Доброе утро, дорогие телезрители! Мы приветствуем всех, кто сейчас находится по ту сторону экрана. Это «Утро Якутии», пятница, и сегодня с вами вновь мы, Дарья Анкехова и Павел Танин. Да. Ну, во-первых, пятница непростая. Пятница сегодня 13 число. У многих с этим числом, с этим совпадением, да, 13 число календаря месячного. И пятница вроде бы день немножко мистический. Об этом мы тоже поговорим, но в целом самое главное, что рабочая неделя первая в этом году, она подходит к концу. Я думаю, многие ждали этого события, потому что самая трудная неделя года почти что позади. Паша, но сегодня и непростая пятница. Самое главное, сегодня наш с тобой праздник. И праздник всех наших коллег. Сегодня День российской печати. С чем я тебя и поздравляю. Я тебя тоже поздравляю и поздравляю вообще всех причастных к этому делу. Ну, несмотря на то, что День российской печати — это официальное название праздника, все-таки в России принято считать его днем вообще средств массовой информации, и интернет-СМИ, и телевидение, журналистики печатной и так далее. Поэтому огромный пласт профессиональный сегодня заслуженно принимает поздравления в свой адрес. Сегодня мы также поговорим на очень полезные и, самое главное, такие интересные темы. Так, например, поговорим сегодня, куда и как утилизируют новогодние елки в Иркутской области. Да, в России, кстати, начали маркировать еще, помимо прочего, домашних животных. Когда же вот эта система заработает по всей стране, мы об этом сегодня также должны узнать. И сегодня мы поговорим на интересную тему. Это таинство Танха. Знаешь ли ты, Паша, что это такое? Ну, что-то связанное с гаданиями и прочей мистификацией и так далее. Ну, в принципе, под стать сегодняшней дате. Ну, сегодня, кстати говоря, по поверьям народа Саха из проруби выходят чертики. Вот что они делают и для чего они оттуда выходят, узнаем сегодня. Вот, ну, узнаем также о том же, почему все-таки люди верят в подобные гадания, ну, чем это подкреплено и насколько далеко своими корнями все эти традиции уходят. Ну, в общем, все будет очень интересно, будет занимательно, познавательно. Ну, а начнем эфир по традиции. С чего? Правильно, с разговора о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 40 градусов. В заречной группе 45-50 градусов ниже 0. В южных районах 34-37 со знаком минус. В Вилюйской группе 33-47 мороза, в Нижнеленских до минус 53. В западных районах 32-37 ниже 0. В Колымендигирской группе Улусов до минус 55, в Янских 47-50 ниже 0. На северо-западе до 49 градусов мороза. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 43 градуса. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Штиль. Сегодня днем существенно без осадков. Туман. Ветер западный 1,4 метра в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 40 градусов. Ну, о том, что сегодня День российской печати, мы уже сказали, но помимо этого, как и в любой другой день, множество есть дат событий, которые можно отметить, которые нужно обозначить, и прямо сейчас о них узнаем. На календаре 13 января. Сегодня отмечают День российской печати, День общественного радиовещания, День «Осуществи свою мечту». По народному календарю сегодня отмечают Васильев вечер. В этот день принято собираться всей семьей за праздничным столом, ходить друг к другу в гости и приносить угощения. В некоторых домах можно увидеть дедух. Это сноп колосьев, который ставят на самое видное место. Его считают символом урожая, благополучия и процветания. В селах после захода солнца молодежь собирается в компании и идет щедровать. Они поют обрядовые песни, в которых прославляют хозяев домов. За это их вознаграждают деньгами и угощениями. В Васильев вечер запрещается давать деньги в долг. События в этот день. В Москве вышел первый номер газеты «Ведомости». Это была первая в России газета. В 1992 году в честь этого события был учрежден День российской печати. В Москве вышел в печать первый номер литературной газеты.
Поступила в обращение первая российская почтовая марка. В России начала работу служба погоды. Геофизическая обсерватория Санкт-Петербурга стала выпускать ежедневный бюллетень с прогнозами. В России на смену рекрутской системы пришла всеобщая воинская повинность. Постановлением Совнаркома СССР учреждена степень кандидата наук. В этот день закончился легендарный дрейф ледокольного парохода «Георгий Седов» во льдах Арктики. Компания ВМО начала выпускать фрисби. В этот день родились Николай Бекетов, российский ученый, физико-химик, академик. Александр Ланжерон, русский военачальник французского происхождения. Елизавета Алексеевна, русская императрица, супруга Александра I. Вильгельм Вин, немецкий ученый, физик, лауреат Нобелевской премии по физике. Василий Шульгин, русский политический деятель, монархист, публицист. Василий Ванин, советский актер театра и кино, народный артист СССР, лауреат 3 сталинских премий. Лев Кулешов, советский кинорежиссер, актер, идеолог советского кино, народный артист РСФСР. Аркадий Вайнер, российский и советский писатель, драматург и сценарист. Алексей Глызин, популярный советский и российский певец, заслуженный артист Российской Федерации. Ирина Апексимова, российская актриса театра и кино, режиссер, певица, телеведущая. Орландо Блум, британский актер. Именины сегодня отмечают Петр, Михаил, Мелания. Как уже было сказано, сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники периодической печати, средств массовой информации, журналисты печатной отрасли. Праздник связан с исторической датой. Началом издания первой российской печатной газеты является именно 13 января 1703 года. По указу Петра I вышел в свет первый номер русскоязычной газеты «Ведомости». И сегодня, отмечая этот праздник, мы поговорим о Союзе журналистов Республики нашей. И у нас в гостях Галина Алексеевна Бочкарева. Она является председателем Союза журналистов Республики. Доброе утро. Доброе утро. Ну, Галина Алексеевна, с праздником вас, во-первых. Спасибо большое, и вас тоже. Ну и расскажите вообще, когда был образован, организован Союз журналистов Республики, сколько сегодня человек вообще в нем числится? Наш союз журналистов был создан в 1959 году. В марте, 16-17 марта, 2 дня происходило все это событие. Так-то в СССР Союз журналистов был создан в 1957 году. И наши первые члены Союза журналистов – это, конечно же, главные редактора главных газет тех времен. Да? И они выступили, подав заявление в Союз журналистов СССР прямо вот в Москву. А потом, когда в 1959 году, 16-17 марта, состоялся первый учредительный съезд, конечно же, уже наши коллеги старейшие, они уже подавали заявление и выступали уже в Якутске. Поэтому вот в 2024 году наш союз журналистов отметит свое 65-летие. За это время, конечно, ряды наши пополняются. Сегодня на учете Союза журналистов состоит 1118 человек. Вот, это самая крупная общественная организация в Якутии, даже на Дальнем Востоке среди журналистских организаций. И в России тоже где-то одна из самых крупных организаций. Ну, после крупных же городов, да. А какую работу ведет вообще Союз журналистов на сегодняшний день? Конечно, мы ведем ежедневную организационную работу, то есть пополняем свои ряды, работаем по просьбе журналистов, консультируем, помогаем ветеранам. Люди приходят ежедневно оплачивать членский взнос. И, конечно же, проводятся заседания правления Союза журналистов. И есть плановые работы. Например, самое главное, что мы сделали в 2022 году, это выпустили первую
нашу энциклопедию. Энциклопедия называется «Журналисты Якутии». Мы как сапожники без сапог. До этого у нас не было своей книги. Вы же знаете, наверное, есть педагогическая энциклопедия, появилась энциклопедия и у писателей, да. А мы все время, вот к 60-летию уже Союза журналистов тогда хотели издать эту энциклопедию, не получилось из-за финансирования. И в прошлом году, как НКО, некоммерческая организация, участвовали в грантовом конкурсе главы Республики Саха-Якутия и выиграли, да, грант на именно издание Вот этой книги. энциклопедии. Это самое главное достижение, Да. событие прошедшего года. Галина Алексеевна, вот вопрос такой. Вот все-таки журналистика за многие годы, да, она менялась постоянно. Каким вот на сегодня должен быть журналист, вот, На на ваш ваш взгляд? взгляд? Конечно же, основные принципы журналистики остаются неизменными. Это что? Быть объективными, оперативными, справедливыми, да? Все-таки журналистика – это уши и глаза общества. То, что происходит не только в нашей республике, в Якутии, конкретно в городе Якутске, например, да, во всей республике, в стране не должны мы освещать. Освещать, конечно же, правдиво, объективно. Вот эти принципы остаются всегда неизменными. Сейчас, конечно, сложновато стало нашим коллегам, потому что если мы раньше выпускали только печатные средства массовой информации, да, то сейчас, конечно, уже у нас в жизни Огромное количество. Да, огромное количество средств массовой информации разных форматов. Цифры еще сейчас, поэтому журналистам приходится, кроме газет своих изданий, еще выдавать новости оперативно, объективно в социальных сетях. И каждая редакция имеет свои сайты. Это тоже нужно, как говорится, заполнять. Поэтому работа стала очень сложной. И, конечно же, от журналистов требует постоянного внимания, постоянной работы. 24 часа мы все загружены. А вот личный вопрос. Как вы относитесь к блогерству? Ведь это такой отдельный, да, сейчас у нас поток современных журналистов. Конечно, Они конечно. тоже несут Вот информацию. именно они не журналисты. Они не журналисты, да? То есть Ага. ваше И, конечно мнение- же, я отношусь нормально, это должно быть, конечно, блогерство тоже. Но единственное, вот, конечно, среди блогеров есть и журналисты, которые, например, ушли из своей профессии давно, или по уходу сидят, да, или, наоборот, на пенсию вышли. Конечно, есть такие блогеры. Блогерство тоже интересно, и в какой-то мере вот об оперативности мы уступаем им, да, и, конечно, они свободны, как бы, да, поэтому могут писать о том, что хотят и о чем думают. Вот Галина- отличие. Галина Алексеевна, ну еще раз поздравляю вас с праздником, потому что, к сожалению, эфирное время наше Спасибо ограничено, большое. да, Ага. как и у газет полосы Так ограничены. быстро. Вот, ну, с Время праздником вас и Спасибо развитие якутской журналистики, да и Спасибо развитие большое. всем журналистам, наверное, Конечно, нашим. спасибо всем. большое. Ну а мы передаем слово нашим коллегам из новостного отдела. Доброе утро, вы смотрите новости. Основные итоги прошлого года подвел председатель Госкома БЖ населения республики Дмитрий Лепчиков. Он отметил, что Якутия подвергалась серьезным испытаниям. Специальная военная операция потребовала полного напряжения сил и принятия ответственных решений. Также особое внимание уделялось основным полномочиям и задачам по части своевременного завоза жизнеобеспечивающих грузов. Лепчиков отметил, что во время весеннего и летнего паводка в ряде населенных пунктов Кобяйского и Верхоянского районов подразделения принимали активное участие. По защите населенных пунктов от природных пожаров полностью изменен подход. В прошлом году в соответствии с поручением главы республики мы удачно и активно реализовали мероприятия по искусственному вызыванию осадков и тем самым в разы уменьшили число пожаров, природных пожаров на территории этой республики. И в этом году данную работу, в 2023 году данную работу мы продолжим.
Дополнительный причал для паромов построят в Нижнем Бестяхе. Строительство сооружения начнется в этом году. Новый причал сократит время погрузки и разгрузки автомобилей. Отмечается, что он появится взамен демонтированному, который убрали из-за берегоукрепительных работ. Таким образом, на каждом берегу снова будет по 5 причалов. Кроме того, на паромной переправе Якутск-Нижний Бестях планируют благоустроить территорию накопителей для автомобилей. Площадку намерены засыпать гравием или заасфальтировать, чтобы устранить пыль от песка. Новая остановка появилась в Ленске. Городская администрация продолжает установку новых остановочных павильонов. Очередной появился несколько дней назад на улице Ленина напротив школы искусств. Теперь детям и педагогам будет удобнее ожидать общественный транспорт. Павильон современный, со стеклянными стенками, лавочками, урнами и информационными стендами. Много в городе сегодня остается автобусных остановок в плачевном состоянии. Их в ближайшее время тоже планируют изменить. Работа, по словам главы города, в этом направлении предстоит очень большая. Фильм «Чебурашка» стал самым кассовым в истории российского кинопроката. Семейная комедия собрала более 3 миллиардов рублей. Кассовые сборы семейной комедии к 10 января достигли более 3 миллиардов рублей, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы Фонда кино. Премьера «Чебурашки» состоялась 1 января. Семейная комедия сейчас демонстрируется в более 2000 российских кинотеатрах. Напомним, что предыдущим лидером по кассовым сборам был фильм «Холоп», премьера которого состоялась в конце декабря 2019 года. Паша, погода в эти дни нас радовала, да? 35, и вроде и тумана нет, но синоптики обещают... Всему хорошему рано или поздно Да. может прийти. Синоптики обещают совершенно другую картину в эти выходные. Ты знаешь, сколько? До минус 57, по Порадуй крайней меня. мере, я видела такие сводки. Но не знаю, правда ли это или нет. Ну, может быть, оно все будет и ниже, потому что я помню картину из своего школьного детства, да, когда ты каждый день зимой просыпаешься в надежде, что сегодня актированный день, и вот эти градусники на балконе, и я на него, помню, смотрел, но на балконе градусник минус 54, в минус 50 уже был актированный день, а в официальной сводке было минус 47. Ну, понятно, что градусники на балконе, они немножко калибровки другие и так далее, но тогда казалась такая обида. Паша, сейчас без обиды в эти выходные контролирую свой градусник на своем балконе. Нет, я потому уже что взрослый человек, я могу просто не выходить из дома и не переживать о погоде. Ну, а вообще говорят, что будет очень-очень холодно, поэтому готовьтесь. И в ближайшие дни ударят и так называемые крещенские морозы. Так, например, в таких регионах, как Челябинск и Магаданская область, уже готовятся и утепляются как могут. Как, узнаем подробнее в следующем материале. На кадрах, снятых в понедельник и во вторник, люди идут по заснеженным улицам городов. Также видно, как жители Якутии утепляют автомобили в 40-градусный мороз, укрывая их теплосберегающими тентами. В народе такие портативные гаражи называют «Наташа». Дарья Николаевна из Челябинска рассказала, что перед выходом из дома надевает несколько кофт и штанов. Ужас, холодно. На улице сейчас минус 27, ощущается, наверное, как минус 40-50. Прям жутко холодно. Спасаемся, надеваем миллионы кофт, миллион штанов, но это все равно не всегда ветер продувает. Лицо хочется просто спрятать куда-нибудь. Волосы, как видите, тоже покрываются инеем. С транспортом беда, потому что многие автобусы и маршрутки, видимо, не заводятся, поэтому транспорта мало. Ну и такси ждать приходится большое количество времени. В свою очередь, водитель автобуса из Магаданской области Виктор Романов рассказал, что в крепкие морозы дополнительно утепляет машину. Ставили плотный поролон, а передние двери у нас и боковое стекло наклеены вторые стекла. На системе охлаждения добавлены дополнительные моторы, чтобы циркуляция была больше, тосол прогоняла сильнее. И за счет этого в салоне становится очень тепло. А водители больших грузов, чтобы ездить на дальние расстояния, тоже решили утеплить свой транспорт. Ведь на дороге может произойти всякое. И, как говорится, береженого сам Бог бережет. С собой обязательно запас воды, потому что на трассе воды нету, мороз, как говорится. Вот. Что вообще поутепление рассказать-то? Ну, как бы двойная стенка задняя обязательно. Там войлок тонкий, либо термофол. Также в ряде регионов страны из-за сильных холодов коммунальщики перешли на усиленный режим работы. Расход увеличивается около 40 тонн. При морозах сжигаем. Работает, потому что один паровой у нас котел.
и 2 водогрейных при сильных морозах. Еще дополнительно электрокотельную в помощь помогаем, чтобы нагреть температуру. А в образовательных учреждениях регионов, где отмечаются низкие температуры, начали отменять школьные занятия. Решение об отмене занятий в образовательных организациях города Челябинска принимается на основании сведений, поступивших от старшего оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы города Челябинска. Эта информация включает в себя сведения о текущей температуре воздуха, о скорости ветра, о тенденциях к изменению метеоусловий. Сегодня, 9 января, в школах города Челябинска отменены занятия для учащихся с 1 по 11 класс, 1 и 2 смен. В пресс-службе Главного управления МЧС России по Магаданской области сообщили, что в некоторых поселках температура опустилась до минус 50 градусов и рекомендовали местным жителям отказаться от дальних поездок, меньше находиться на улице, чтобы избежать обморожений. Что ж, пару дней назад мы уже говорили о главном символе Нового года. Это елка. Говорили о том, как ее утилизировать. Да, действительно. Когда это лучше делать? Что мы сделали? Значит, делали фанеру, насколько я помню, да. А еще что? Делали какую-то мебель из нее, да? Да. И задавались вопросом, кто же 6 января уже выбросил елку. Я расследование до сих пор веду. Это кто-то из моих соседей, вероятно. Тем временем Иркутский зоосад приглашает иркутян поучаствовать в традиционной акции и сдать новогоднюю елку. Хвойные деревья используются для обогащения среды обитания животных. Перед сдачей хвойного дерева нужно снять с него все украшения и посторонние предметы, сообщает пресс-служба организации. Елки могут быть ценным источником витаминов для животных зимой. Также переработанные деревья можно использовать как компонент сменной подстилки в вольерах. Благодаря елки в помещениях зоопарка появляется приятный запах. Кроме того, иркутяне, которые сдадут новогоднюю елку на переработку в зоосад, облегчат работу коммунальных служб. Им не придется убирать деревья с городских дворов и свалок. Ну и подобную же акцию запустили в Новокузнецке, Кемеровской области, поэтому давайте подробнее посмотрим об этом в следующем материале. Ежегодная экологическая акция «Елки и гоголки» по сбору и передаче елей на корм животным стартовала 1 января в Новокузнецке. Местные жители, а также лошади, получившие порцию витаминов от еловых веток, попали на кадр в видео в понедельник. По мнению организатора акции, председателя комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Ирины Савиной, природа будет благодарна тем, кто даст дерево на переработку. Конечно, этому человеку природа скажет спасибо за то, что они ее не загрязняют. Да, они взяли эту елку из природы, ну, это уже специально выращенная елочка, но, тем не менее, мы потом не загрязнили, не выбросили, не разместили на полигоне те, кто полигоном занимается, а именно утилизировали. Житель Кузбасса Сергей Фролов принял участие в акции, чтобы утилизировать ель. Новый год уже закончился, Рождество тоже прошло. Дети, к сожалению, выросли, и елка начинает сохнуть. Чтобы она не портилась, не сыпалась, вот узнал на сайте, что есть такое место сбора, и привез елочку. В этом году организаторы елок и гоголок порадовали хвойными деревьями лошадей в конном центре «Эпона» и конном клубе «Золотая подкова». Кроме того, жители города могут самостоятельно передать ели конным центрам. Это кладезь витаминов, микроэлементов. Там содержатся витамины группы С, группы В в большем количестве, также железо, кальций, ну и много всего еще. Акция «Елки и гоголки» продлится до конца этого месяца. Продолжая тему братьев наших меньших, еврейская автономия стала пилотным проектом по маркировке домашних животных. Так, здесь заработала новая система учета и регистрации животных Регагра. Идентификация животных проводится специалистами областных учреждений ветеринарии. С помощью ушных бирок и электронных чипов уже промаркировано более 79% крупного рогатого скота, 85% мелкого рогатого скота и около 3% свиней и 26% лошадей. Для остальных регионов закон об обязательной маркировке домашнего скота начнет действовать с 1 сентября уже этого года. Замечательно, да? Мне кажется, мне кажется, так, что вот подобная маркировка в скором времени поможет и нашим жителям, потому что я вот все чаще и чаще встречаю случаи, когда лошади просто,
творят невероятные вещи у нас в мусорных баках. Все зависит от того, куда же информация о местоположении животных будет передаваться, потому что если просто хозяину, чтобы ему легче было отслеживать, мне кажется, ничего особо не поменяется. А вот если какой-то департамент ветеринарии и так далее, тогда, ну, в общем, поживем, увидим. До сентября надо как минимум подождать, когда запустится все, а потом еще подождать, когда это все пускай наладится, как говорят производственники. Перемещаемся в Мичиган. Там Мичиганский университет обнародовал результаты исследования, которые связывают наличие домашних животных в доме с позитивной работой головного мозга и их пожилых хозяев. В национальном опросе на эту тему участвовало 20 тысяч человек в возрасте старше 50 лет. В итоге ученые пришли к выводу, что люди старше 65, в доме которых животные находятся не менее 5 лет, обладают гораздо лучшей памятью на слова, чем другие их сверстники. После 65 лет нередко может развиваться болезнь Альцгеймера, и, вероятно, забота о домашнем животном вынуждает человека меньше сидеть на месте, что, в свою очередь, оказывает положительное влияние на мозг, и человек не так сильно подвержен стрессом и одиночеству. Продолжая тему домашних животных, мы с вами плавно пришли к нашей традиционной рубрике «Мой питомец». И сегодня мы с вами разберем команду «Лежать». Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня мы с вами разберем команду «Лежать». Также покажу вам на немецкой овчарке Парабель. Берри рядом. Встану полубоком к вам, вернее боком, чтобы вам было лучше видно. Команда «Лежать» выполняется также из положения сидя и из положения стоя. Из положения сидя вы берете кусочек лакомства, подносите к носу собаки, собачка сидит. И тянем кусочек лакомства вниз между передних лап. Придержать можете собаку за ошейник. Вот мои пальцы уходят на холку. Холка – это сочетание лопаток у собачки. Берри, лежать. Тянем вниз под собачку и слегка придавливаю на холку, то есть помогаю. Собачка ложится. Еще раз. Сидеть. Лакомство в нос. За ошейник придержали. Вот я беру большим пальцем левой руки, остальные пальчики уходят на холку и тяну кусочек вниз между передних лап. Лежать. Прям до пола тяну. Если у ваша рука где-то зависнет на середине, собака не ляжет. К носу и тянем вниз до самого пола. Легла, хвалим. Да, супер! После этого вы должны выполнить упражнение глаза в глаза. То есть контакт с собачкой. И опять хвалим. Супер! Команда «Лежать» из положения стоя. Будете стоять. Собака стоит. Из положения стоя вы даете команду «Лежать». И собака не должна сесть, она должна сразу же лечь. Либо опустив передние лапки, потом зад, либо сразу 4 лапами лечь. Как этого добиваемся? Левая рука под животом, чтобы собака у вас не села. Лакомство в руку, лакомство к носу и тянем вниз между передними лапами. И помогаем левой рукой на холку. То есть вот, Берри, лежать. Она сначала положила передние лапки, потом зад. Стоять. Еще раз показываю. Желательно, чтобы собака сразу же 4 лапами ложилась. Берри, лежать. Нет. Берри сегодня не хочет у нас делать сразу. Она хочет у нас сначала передними лапками. Берри, лежать. Давай, давай. Молодец. Молодец. То есть вот собака легла, похвалили, глаза в глаза посмотрели. И то же самое, как с командой сидеть. Мы сначала отрабатываем выдержку рядышком. Вот вы встали на ноги, не всегда это сразу получается. Когда вы выпрямляетесь на ноги, придерживаем собаку рукой, чтобы она за вами не последовала. Лакомство к носу, к своим глазам. Да. Собака привыкла, выпрямляемся. Берри. То есть она должна лежать и смотреть вам в глаза. Супер! Похвалили, да. Потом также встаем перед собакой и по чуть-чуть начинаем отходить. Стоим, нет, лежать. Глаза в глаза, супер. И начинаем отходить. Если не отпускает, придерживаем за ошейник, и у вас буквально маленький шажок. Подошли, похвалили. Научилась собачка лежать. Отходим на 1 шаг. Подошли, да, супер, лакомство дали. Научилась, отходим на 2 шага. Также 30 секунды сначала стоим. Подошли, похвалили. Да, супер. И потихоньку, потихоньку, потихоньку мы расстояние увеличиваем.
Вот это команда лежать. Берри рядом. Да, молодец. А на сегодня все. Увидимся в следующем эфире. Вот очень замечательно, когда люди умеют обращаться с животными, дрессировать их. Ну, конечно же, любое дрессирование, оно проходит при помощи лакомства для животного. Ну, и мне кажется, а еще здесь нужно упомянуть, что это и физическая нагрузка для человека, потому что пока ты занимаешься собакой, ты, собственно говоря, и над собой работаешь, над своим телом. Да, поэтому приятное с полезным получается какое-то. Ну, а в целом, говоря про стройность и здоровое тело, диетологи объяснили, как сбросить набранный за время праздников лишний вес. Так, чтобы сбросить лишний вес, набранный за время новогодних, нужно устраивать сытные, объемные и вкусные разгрузочные дни, которые при этом будут создавать дефицит калорий. По словам экспертов, часто люди переедают не из-за чувства голода, а чтобы расслабиться. Одним из вариантов ужина, который поможет вернуться в былую форму, обложка назвал диетические голубцы. Рецепт можно найти в просторах интернета. А вот некоторые диетологи добавляют, что во время застолья на новогодних каникулах нужно стараться придерживаться принципа здоровой тарелки. Разделите мысленно тарелку на 3-4 части. 1/3 тарелку наполните овощами и фруктами, 1/4 крупами, картофелем, пастой или хлебом и 1/4 белковым продуктом, например, бобовыми, рыбой, птицей, мясом, творогом. Так советуют диетологи. Ну и, говоря про хорошее питание, которое вам еще будет полезно, сегодня поделимся новым рецептом полезного завтрака с гранолой. Гранола состоит из запеченных цельных хлопьев, семечек и орехов. В ней достаточно питательных веществ, витаминов и минералов. Приготовление завтрака с гранолой не требует особенных хлопот. Ее можно брать с собой на работу или на учебу в качестве самостоятельного перекуса. Почему нет? Ведь в ней уже есть все необходимое для того, чтобы быстро подкрепиться. Доброе утро, дорогие друзья и зрители телеканала Якутия-24. Меня зовут Исмаил, я являюсь шеф-поваром гастробара «Бездельники». Сегодня с вами мы приготовим гранолу. Это вкусно, модно, полезно. Для этого нам потребуется овсянка 300 грамм, любой жидкий мед, конечно же, сухофрукты, спортивную смесь, можно любые орехи, какие у вас дома лежат, и, конечно же, любой классический йогурт. Для украшения нам потребуются апельсины, яблоки, любые ягоды. Ну что ж, друзья, давайте приступим. Для начала мы всю спортивную смесь измельчишим в однородную массу. Вот, достаточно мы вот так перемешали. Затем мы это все добавляем с овсянкой. Меда нужно добавить туда около 50 граммов, потому что если вы добавите немножко больше, 100 или 200 грамм, вам будет очень трудно замешивать это. Затем мы возьмем железный противень, аккуратненько это все выложим и отправляем это все в духовку на 30 минут, 180 градусов. Ну что ж, друзья, прошло 30 минут, наша гранола готова, осталось дело за малым. Наша гранола, посмотрите, какая аппетитная, хрустящая. Наши орешки очень замечательно запеклись. Мы выложили это на тарелочку все. Затем все обильно польем йогуртом. Йогурт нам потребуется, как я сказал, обычный. Затем мы возьмем апельсины. Остались после Нового года, кстати. Апельсин тоже немаловажно содержит витамин С. С утра его очень полезно кушать. Он бодрящий такой, вкусный, сочный. Не нужно, наверное, даже кофе употреблять. Яблоко тоже мы небольшими средними кубиками порежем. Яблоко достаточно тоже очень сочное. Аккуратно выложим. И такой завтрак у нас готовый. Он очень полезный, легкий, вкусный. Простота его приготовления. Друзья, приятного аппетита. Всем желаю хорошего дня и доброго утра. Самое время узнать о последних новостях, которые произошли на территории нашей республики и за ее пределами. Доброе утро, вы смотрите новости.
На автодороге Мухтуя проведут ремонт на участках в Ленском и Мирнинском районах Якутии. Также планируется установить автоматический пункт весогабаритного контроля. В этом году на автодороге Мухтуя проведут ремонт на 3 участках протяженностью свыше 37 километров в Ленском и Мирнинском районах Якутии. В 2022 году на участке автодороги Мухтуя протяженностью более 16 километров проводились работы. Но из-за ливневых дождей и проезда большегрузных транспортных средств сверх нормы один из участков был размыт. В сентябре прошлого года провели дополнительные работы с привлечением нового подрядчика. С 1 января объединенные фонды пенсионного и социального страхования начали свою работу под наименованием «Социальный фонд России». Создание такой объединенной организации, по словам специалистов, позволило ускорить работу фонда и сделало ее более эффективной, так как федеральные выплаты граждане теперь получают в режиме одного окна. Стоит отметить, что после объединения организаций установленные сроки выплат пенсий и пособий сохранены. Если ранее до 2023 года одни и те же граждане ходили и в пенсионный фонд, и в фонд социального страхования по разным адресам, то теперь это уже единое окно, и все услуги, которые предоставлялись, они также будут предоставляться и с 1 января 2023 года, но уже под наименованием отделения Социального фонда России по Республике Саха-Якутия. Центр общественного развития «Доброцентр», который будет заниматься развитием и поддержкой добровольческих, благотворительных и гражданских инициатив, откроет в столице республики на базе АГИКИ в этом году. Лицензионный договор о социальной франшизе подписан в декабре 2022 года с Ассоциацией волонтерских центров России. Главной задачей «Доброцентра» станет воспитание нового поколения студенческих лидеров, способных формировать устойчивое сообщество. Центр будет профильным в области культуры и креативных индустрий. Ранее сообщалось, что Ассоциация волонтерских центров планирует открыть подобные центры в более 1000 городах России по социальной франшизе. В Якутии крещенские купели подготовлены в 8 районах. Традиционный обряд будет проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. На следующей неделе в Якутии традиционно начнутся крещенские купания. Места для купания оборудованы в Абыйском, Алданском, Нерюнгринском, Кобяйском, Аймиконском, Вилюйском, Алекминском и Хангаласском районах. Всем главам муниципальных образований внесены требования и рекомендации о соблюдении мер профилактики против новой коронавирусной инфекции. Напомним, крещенские купания в Якутске пройдут с 18 по 20 января на территории Зеленого Луга. Для удобства горожан до места купели будут курсировать автобусы. Что утро Якутии, пятницу мы встречаем, разгоняемся, готовимся к этому дню. И теперь наша традиционная рубрика «Музейный гид». Сегодня здесь мы вам расскажем о Николае Дмитриевиче Оганерове, человеке, который внес свой неоценимый вклад в развитие художественного искусства Якутии, чьи работы сегодня можно увидеть в Национальном художественном музее республики. Николай Дмитриевич Оганеров. Художник, скульптор, очень известный, чьи работы украшают не только памятные места якутян, но и становятся такими центральными объектами национального праздника Исэх. Он родился в удивительном месте. Это Татинская земля, которая взрастила, воспитала, и на которой трудились известные якутские писатели. И вот вдохновение для своих работ Николай Дмитриевич как раз и черпал из литературных произведений якутских писателей, вот эти произведения, которые читает он всю свою жизнь. С детства, конечно, у него была тяга к рисованию, родители это заметили, ну и было у кого поучиться, отец у него был мастеровой, и учитель попался очень хороший, который заметил, развил его вот эти задатки к рисованию, к лепке. Это был Малышев Иеремей Наумович, который посоветовал поступать в художественное училище, собрал документы, отправил его в Якутск. И Николай Дмитриевич, молодой, поступил с первого раза. И, не поверив этому, обежал весь залог, прибежал обратно в училище посмотреть, а есть ли он действительно в списках. После учебы была служба в армии, где он опять применял свои навыки рисования, это
дембельские альбомы, ленинские комнаты, плакаты. И, кстати, ему повезло. Дело в том, что он в художественном училище, учась, он увлекся резьбой по кости. И вот там, именно в армии, он пробовал себя вот в этой технике. Да? Однажды, такая вот интересная история, однажды в часть должен был приехать генерал. Николаю, молодому солдату, поручили сделать очень хороший, интересный подарок, чтобы генерал восхитился. Это произошло. И мало того, генерал пришел специально к Николаю поздороваться, пожать ему руку и сказал такие слова: «Я хочу взять у тебя автограф, потому что я думаю, ты будешь известным скульптором». Так оно и получилось. Это был первый автограф молодого тогда солдата. Ну, после армии учеба в Красноярском институте, в академии. И вот после таких долгих лет учебы, примерно даже 13 лет, он приехал в родную Якутию с семьей и стал преподавать в Намском художественном училище. У него прекрасные студенты, которыми он гордится. И у нас в Национальном художественном музее представлены его замечательные работы, на которые, глядя, всегда невольно улыбаешься. Ну вот хочу обратить внимание на одно произведение, которое называется «Хатун. Отважный». И вот полюбуйтесь, какая тут выразительная лепка, экспрессия. И сколько все-таки иронии, это самая ирония. Вот такой отважный путник, который идет на легкоступах, очень решительно. Но почему бы ему не быть отважным? У него в заплечных мешках добыча, которую он так горделиво несет, высоко задрав при этом голову, радуясь, с улыбкой. Лицо обращено, конечно же, к нашему якутскому солнцу. И все работы Николая Дмитриевича, они так освещены вот этим вот какой-то вот такой улыбкой, юмором, народным фольклором. И в каждой его работе, конечно же, выражена именно духовная и материальная культура народа Саха. Январь у народа Саха считается месяцем якутской астрологии Танха. По поверьям, в ночь с 13 на 14 января на Старый Новый год из проруби выходят сюлюкюны. Это черти из Нижнего мира. По верованиям, сюлюкюны водятся с богом судьбы Танха, и поэтому все про всех знают. И как раз в эти дни, до 19 января, проводят различные гадания. И в эти дни в народе эти дни называют Дни Танха. Дословно переводится как подслушивание Танха, бога рока и судьбы. Считалось, что именно в это особенное время у людей открывается дар предвидения и появляется магическая связь с космосом. Поэтому в эти дни можно гадать на судьбу. Многие гадания дошли до наших времен, хоть и в немного измененном виде. И сейчас более подробно, что же такое Танха и где можно в эти дни гадать и какие традиции, мы поговорим с нашим гостем в студии. Это Нургустана Слепцова, методист Музея музыки и фольклора народов Якутии. Нургустана, здравствуйте. Доброе утро. Расскажите нам, пожалуйста, что же такое Танха и верите ли вы лично в это? Ну, Танха – это время гаданий. Народ издревле верил в то, что через гадание можно узнать будущее. А это, если считать издревле, были определенные сроки. Во-первых, это был самый короткий день, это 21-22 декабря, когда свет солнца гаснет, и второй срок, когда рождается свет нового солнца. Это вот как раз приходилось на начало увеличения светового дня, это вот как раз в это время, когда мы сейчас уже гадаем. А в чем заключается вот вера вообще вот в эти гадания? С чего все началось, откуда истоки пошли?
Ну вот, как я сказала, в эти сроки, да, были самыми, ну, конечно же, это было проверено веками, самые, как сказать, надежные дни испрошения своей судьбы у Бога. А вообще, какие гадания у якутов бывают, да? Вообще на что гадают? То есть, если русская традиция, да, там валенок бросают, бумагу жгут, свечи льют, Насуженного, да? ряженого. То есть, это все очень так понятно, и чертика вызывают, на книги гадают, да? А вот интересно, у жителей нашей республики вот традиционные есть какие-то гадания? Традиционные есть. И, конечно, мы же обратимся к классику якутской этнографии Эксикалях Алексею Елисеевичу Кулаковскому, у которого в трудах это конкретно все описано. У него описываются такие издревле применяемые приемы гадания, как верчение жернова, обнимание коновязи, серьги, подслушивание сюлюкюнов. Очень распространено подслушивание не только сюлюкюнов, акации и лошадей, коров тоже подслушивание было. Но если очень интересно, можно обратиться к интернету, и это можно глубже уже, кто интересуется, прослушать, просмотреть. А вообще в это время СМИ очень широко этот вопрос освещают. Ну вот другой такой вопрос, опасно ли гадание для человека, потому что, ну, все равно гадание это такая немножко мистика, да, мало ли что, вдруг какая-нибудь нечистая придет и так далее. Есть ли какие-то, может быть, требования, кто именно должен гадать, то есть что вот там должен условно там специально обученный человек быть и так далее? Так, да. Вопрос о том, что опасно гадание или нет, издревле не стоял такой, потому что это был вопрос, конечно, предвидения будущего, чтобы, как говорится, подселить себе соломку. А этот вопрос возник с приходом христианства, потому что в христианстве есть такое, как запрет на магию и гадание. Вот с этого момента. Но, конечно же, большую роль сыграло советское время, когда был атеизм. И у нас, конечно же, сейчас дело личное каждого, гадать или нет. Конечно. И поэтому сейчас это очень распространено у нас. И в эти дни тоже у нас в Музее музыки и фольклора народов Якутии проходят Дни Танха. Ну, то есть можно к вам прийти да, и посмотреть, да, и попробовать, да, да, и да. вообще узнать. Уж лучше со специалистами это сделать, Паша, нежели ты прочитаешь где-то и сделаешь что дома. Ну, опять же, да, нужно ли, чтобы обязательно обученный человек гадал, или можно прочитать, как это делать. И другой вопрос, а могут ли гадать дети? Вообще, я бы сказала, такого конкретно запрета детям нет, потому что гадание это обычно гадают люди неуверенные, которых очень интересует будущее, например, интересует какой-то важный вопрос жизни. Конечно же, интересуются влюбленные, как дальше сложится. Да. Это, конечно, очень распространено среди молодежи. Гадают, подожди, я еще немножко скажу, женщины. Это в большинстве случаев, вот даже судя по тому, кто к нам приходит, конечно же, это большинство молодежь и женщины. Мужчины бывают, но очень редко. Женщины, почему происходит так, что женщины в основном, они больше ответственны за семью, за детей. Это, конечно, определенный вид стресса, который они пытаются решить таким способом. Это сделать известным, да, завтрашние судьбы своих детей, может быть, мужа там что-то на работе не ладится. Поэтому для женщин это важно. Ну, еще важно. И любопытство, мне кажется, да, это все-таки присуще женщинам, да? То есть очень интересно, а что же будет, а завтра как, а через месяц, да. через год. А вот в таких ситуациях, когда погадал человек, да, и у него там появилась уже известность. Таким образом он снял некоторый стресс с себя. Успокоил себя. Успокоил, да. Миргусана, вы не с пустыми руками, да? Я вижу, что у вас есть какой-то волшебный мешочек. Что там? Да. Это опять же женские любопытства. Вот только что мы об этом поговорили, да? Да. Конечно же, это мешочек непростой. Я немножко хочу рассказать, как у нас сейчас
не дни Танха, а именно проходит выставка «Старый добрый Новый год». Это именно выставка посвящена временам советского времени, когда те, кто жили в это время, остались воспоминания тепла, уюта, такого единения семьи. И поэтому мы проводим не только вот именно выставку, рассказываем про это, да, но и для интереса создали такой мешочек с предсказаниями на 23-й год. Ну, конечно, это же легкие предсказания, это не такие серьезные, как мы приходим к специалисту, да. Хорошо. И поэтому я предлагаю в конце нашей передачи. А давайте прямо сейчас. Зачем в конце? Уже просто очень интересно, да? Так, ну давайте, можно. Так, внимание, это не имеет отношения, да? Да, к да, Танха, да. это про Старый Новый год все, да? Так, это все Старый Новый год, да, Просто предсказания на новый 23-й Я год. прям так. Так, я прям... Туда хочешь? Я прям что-нибудь поглубже. Так, ну что это? Республика, что ждет меня? Что ждет тебя? Все, я первая. Год для вас будет удивительным. Вы уже отвыкли к тому, что судьба дарит приятные сюрпризы. Именно их она припасла вам на предстоящий год. Удивят даже те, кого вы, казалось, знали как свои 5 пальцев. Даже от весьма авантюрных предложений в этом году лучше не отказываться. А у меня тут тоже как-то, мне даже немножко страшновато становится. Год для вас будет незабываемым, про него вы не будете рассказывать внукам, но с удовольствием станете вспоминать в глубокой старости, сидя у камина. Яркие отношения, необычные встречи, новые открытия и путешествия оставят неизгладимый след в жизненной истории. Что меня здесь больше всего тревожит, это, конечно же, камин, пожарная безопасность. Я бы дома камин не поставил. А меня больше в целом тревожит здесь, очень... что ты бы про этот год не рассказал внукам. Что тебе будет? Что у меня в этом будет? году такого, что ты постеснялся? У меня просто в жизни еще будет год, про который я расскажу внукам. Очевидно же. Я думаю, просто будет такой год, чтобы для безопасности внуков просто не нужно будет рассказывать. Да. Значит, будет очень, наверное, весело и так. В районе 31 декабря мы встретимся, Даша, и выясним, Хорошо. что же произошло, но очень интересно, конечно. Нургулсана, а вот еще один вопрос. К Танха, гаданиям нужно как-то готовиться, определенное место, возможно, в темноте, ночью, или здесь И у нас, время суток, да. Традиционно нет таких ограничений. Гадание – это, скажем, определенный вид медитации. И медитация, как мы знаем, это требует определенного настроя, да, определенного такого места удобного для гадателя именно. И поэтому мы знаем, что обычно человек идет к гадателю на его условия, а не наоборот. Гадатель приходит к человеку. Поэтому, я думаю, человек сам выбирает, кому идти ему надо, чтобы что-то для него конкретно узнать. Но еще есть такие виды магии, скажем, например, кладбищенская. Она проводится только на кладбище, там требуется определенное место. А есть еще вызывают, когда духов, да? Там же не будешь новостройки, там вызывать духов. Обычно заброшенный дом, да, какой-то старый. Вот в таких местах обычно там требуется определенное место в таких случаях. Ну, спасибо вам большое. Ну и мы на этом нашу программу заканчиваем. По традиции в пятницу мы заканчиваем его музыкой, которую сейчас послушаем. Это Алена Дегтярева с песней «Новый год». Ну а мы, дорогие друзья, желаем вам хорошей пятницы. Погадайте сегодня вдоволь, конечно же. И хороших выходных. Увидимся. Новый год, он родился на свет. Новый год, среди звезд и планет этот год будет лучше, чем тот, что он нам принесет. Новый год. Налегке старый уходит год. Далеке след его дней мигнет. За него бросит снежинок гость ветер. И вот-вот новый наступит год. Новый год, он родился на свет. Новый
в окнах свои огни. И давай старым друзьям звони. Может быть, снова как миг мелькнет время, и вот-вот новый наступит год, Новый год. Он родился на свет, Новый год, среди звезд и планет. Этот год будет лучше, чем тот, он без нас не пройдет. Новый год, Новый год, он родился на свет. Новый год, среди звезд и планет. Этот год